Для сотрудников полиции факт продажи алкоголя в неотведенное для этого время – повод для задержания. Так называемые бутлегеры развозят свой товар по заказу, и чаще всего их услугами пользуются ночью, когда в магазинах действует сухой закон. Давайте, все по-хорошему. За реализацию алкогольной продукции в неустановленное время бутлегерам помимо изъятия товара грозит административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Данный гражданин хотел реализовать 1 бутылку водки и 2 бутылки пива. Так, в процессе реализации данный гражданин был задержан, алкогольная продукция изъята, в отношении него составлен административный протокол. Всего с начала этого года в Якутии было выявлено 488 правонарушений в сфере реализации алкоголя. В сравнении с прошлым годом показатель раскрываемости вырос на 34,8%. Для сотрудников полиции изъять такую партию алкоголя за одну ночь – дело привычное. К примеру, данный бутлегер перевозил с собой около 60 литров алкогольной продукции разного вида, от обычного пива до ирландского виски. В Якутии в эти дни идет ежегодная декада пропаганды трезвости, в рамках которой проходят и другие профилактические мероприятия, направленные на информирование населения о вреде алкоголя. Большой вопрос заключается в том, что наше население, российское население, думает, что алкоголь – это продукт питания. Вот в этом кроется очень большая проблема. Если мы не будем информировать, хоть какие бы законы принимались, большого результата не будет. На сегодняшний день продвигать здоровый и трезвый образ жизни намерены жители 146 населенных пунктов Якутии. В этих селах полностью отказались от продажи алкоголя. Для России это беспрецедентный случай. Евгений Заборовский, Василий Соловьев, Максим Бурцев. Вести.